Серый волк, пират, принцесса и Карабас-Барабас. В таком странном соседстве нет ничего удивительного. В Северной Осетии детей начали вовлекать в национальное театральное творчество. Как? Очень просто. Фестиваль «Амран и Рухш», благодаря которому возрождаются театральные студии в районах, запущен год назад совместными усилиями Комитета по делам молодежи и молодежного театра «Амран». Его приурочили ко дню рождения основоположника осетинской драматургии Елбыждыко Бритаева. Созданную детьми сказку увидел наш корреспондент Феликс Бритаев. Цель фестиваля – воспитание детей в духе нравственных идеалов, лежащих в основе осетинской культуры. Любительский театр в республике должен развиваться. Одна из задач, которую перед собой ставит фестиваль. «Амран и Рухш» проходит только второй год, но его планируют сделать ежегодным. Принципиальное его отличие – все постановки на осетинском языке. Организаторы считают, что школьники и дети должны слышать осетинскую речь из уст своих сверстников. Фестиваль призван служить тому, чтобы наши дети, наша молодежь не просто разговаривали на осетинском языке, а чтобы обладали осетинской художественной речью. Фестиваль проводится в два этапа. Сначала в районах, затем победители показывают свое творчество владикавказской публике. «Амран и Рухш» вовлек в творческий процесс молодежь двух возрастных категорий – дети и подростки от 7 до 16 лет и молодежь от 16 до 30 лет. Праздник искусства приурочен ко дню рождения основоположника осетинской драматургии Елбыждыко Бритаева. Один из молодых дарований, Марик Гигалаев, участвует в конкурсе уже не в первый раз. Я участвовал еще на фехштунмажах, а еще в школе в роли пирата. Название, правда, не помню. В этом году в фестивале примут участие более 100 любительских театральных коллективов. Это более 500 человек. Проект «Амран и Рухш» стал победителем форума «Машук-2017». Получил высокие оценки экспертной комиссии, вызвал огромный интерес у участников с других республик. И это неудивительно. Здесь тесно соприкоснулись осетинская литература с национальным фольклором. Из уст молодых актеров звучит осетинская художественная речь. Руководители коллективов в основном учителя осетинского языка и литературы, руководители любительских театров сельских домов культуры. Руководители театральных кружков – это простые учителя, скорее всего, осетинского языка, не имеющие актерского мастерства, навыков, естественно, образования актерского. Тем не менее, хорошо готовят, учат и делают первые шаги. Номинаций всего 6. Драматический спектакль, фольклорная театрализованная постановка, осетинская сказка, художественное чтение. Кроме того, эстрадная сатирическая миниатюра и творческий эксперимент. Пока что отборочные туры проходят в районах, но уже в ближайшем будущем все самые талантливые коллективы будут приглашены в Республиканский дворец молодежи, где состоится церемония награждения лауреатов фестиваля. Феликс Бритаев, Алан Суанов. Новости Осетии.